Жибек айым, айтсаңыздар, бул деген жанакы Бишкек асфальт сервистен мэриядагы убагында 800 миллиондой 1 миллиардка чейин каражат уурдалып, ошондо жоопкерчиликке Амантуров деген Бишкек асфальт сервистин жетекчиси тартылып, бирок иш аягына чыкпай, 800 миллион хищенияны 25 миллион менен жаап койгон иш жөнүндө сөз болуп атабы? Да, ошол жөнүндө сөз болуп атат. Ошол возмещенияларды кайра кылганы боюнча бул жерде чынында алып келгенде жергиликтүү бюджетке түшүш керек эле да, анан баягы республиканский бюджетке түшүп калган үчүн. Эми мен шаардын, Бишкек шаарынын бир мандаттуу округтан келген депутаты катары мен каршымын. Анткени деген бул жерде мен ушул боюнча парламенттен бул маселени бир нече жолу көтөрүп, бүгүнкү күндө урматтуу коллегалар, Бишкек шаарында 50дөй, биякта мэриянын орун басары отурат, тактап бериңиз да. 50дөй көчө курулбай, аягына чыкпай жатат. Менин эле 1-Май округуман мына 12 көчө аягына чыкпай жатат. Болгондо да кичинекей көчөлөр эмес, переулок эмес, чоң көчөлөр. Бюджеттен 800 миллион уурдаган чиновникти бюджетке 25 миллион төктүрүп коюп, камалбай, анан ошентип, ошону компенсация деп өкмөт эсептеп атасыңарбы? Акылбек Үсенбекович, мен сизге кайрылат элем. 25 миллион менен 800 миллион ортосунун айырмасы чоң. 32 эсе аз компенсация деп эсептебеш керек. Бул бир. Экинчиси, акыркы жарым жыл болуп калдыбы, УКМКнын жетекчиси, президенттин оозунан чыккан сөз бар. Уурдаган чиновник 10 эсе бюджетке 10 эсе төгүп берет деп. 800 миллион уурдаган адам 8 миллиард төгүп берсин. Эмнеге деген ишкерлерди кысканда аларды тим эле чучугуна чейин сыгып атасыңар. А эмнеге мамлекетти тоногондорду ушинтип бул деген чиновник мэрия менен бөлүшсө керек, Минфин менен бөлүшсө керек. Алардын эч кимиси жоопкерчиликке тартылган жок. Андан тышкары мага жооп берилген кат боюнча мынтип жазып атышат. Ссылка на статью 246 УПК, часть 1, пункт 3. Неустановление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Это что такое? ГКМБ и Генеральная прокуратура не нашли преступника. 800 миллионов хищения. 50 главных улиц города Бишкек на сегодняшний день не отремонтированы. И только вот по Первомайскому району, я просто в качестве примера, у меня эти 10 минут есть, чоң көчөлөр, да, Васильева, Тулебердиева, Кокчетавская, Волкова, Мисароша, Розакова, да, Кудрука, улантып коюңузчу мен, Данияр Мекович. Анан бул чоң көчөлөрдө эмнеге жасабай жасасыңар десем 5 жылдан бери. Анткени деген на бумаге деньги списаны, мы теперь не можем там ничего сделать. Поэтому я прошу своих коллег, буну артка кайрып туруп, бул ишти токтотпосун, бул чиновник деген жоопкерчиликке тартылып, камалып, подельниктер менен кошо түрмөдө отуруш керек. Урматтуу Эльвира Жиргалбековна, я попросил бы обратить ваше внимание, что Министерство финансов просит по бухгалтерии деньги, которые к нам попали за счет возмещения городского бюджета, мы это деньги отправили обратно в городской бюджет. То, что вы сегодня говорите, это дело Генеральной прокуратуры, СМБ, МВД, никто их не собирается закрывать. Если вы не хотите отдавать 25 миллионов, хорошо, мы не отдадим городу эти 25 миллионов. Мы по бухгалтерскому учету должны год уже закрывать. По году эти 25 миллионов принадлежат городскому бюджету. Именно вот это мы вас просим. Мы не просим там увеличить там того чиновника или этого чиновника, возместить, компенсировать. Просто так получилось, что возмещали республиканские органы, правоохранительные органы. У них на счету сейчас эти 25 миллионов есть. Мы, те, которые должны принадлежать нам, переводим их всех в стабилизационный фонд, а то, что должно принадлежать городу, мы отдаем городу. Тут никакой политики, никакого оправдания, никаких ваших больших улиц нету. Уважаемые коллеги, я прошу по бухгалтерии, эти 25 миллионов принадлежат городу, дать нам разрешение перечислить их городу. А так она будет у нас стоять, ну пускай тогда стоит. Мы не настаиваем. Урматтуу Акылбек Үсенбекович, мен сизди премьер-министр катары түшүнөм. Я понимаю, о чем вы говорите.
Но когда идет возмущение, уже как объяснились чиновники в нашей переписке двухлетней, то есть официально, как только эти деньги будут перечислены, мы признаем этого человека выплатившим компенсацию и практически невиновным. А те статьи, на которые они ссылаются, за этим делом они, оказывается, закрывают уголовное дело. Это был ответ сотрудников Генеральной прокуратуры мне по телефону. Поэтому я понимаю, что вам, может быть, говорят, то, что вы сейчас оперируете цифрами, я тоже понимаю, но речь идет о почти миллиарда сомах. Или мы признаем 25 миллионов, или миллиард сомов. Человек, который украл миллиард, свободно расхаживать не будет. Вы же видите, что делается на сегодня по борьбе с коррупцией. И эта борьба будет только усиливаться. Она останавливаться не собирается. Я, во-первых, не видел вашу переписку, не слышал ваши переговоры с прокурором. Я здесь прошу за Министерство финансов. Если вы разрешите, мы 25 миллионов переведем на их счет. В городской бюджет. Это их местный бюджет и республиканский бюджет, они отделены друг от друга. Если вы не дадите нам разрешения, хорошо, мы оставим их себе. Акылбек Усенбекович, я повторяюсь, как премьер-министр вы должны тоже понимать, сотрудники правоохранительных органов официально в переписке, официально при разговоре с депутатом города Бишкек Первомайского округа заявляют, что деньги после того, как это возмещение ущерба официально признается, дело приостанавливается. Поэтому я прошу коллег, я поняла, о чем вы, мы не должны признавать 25 миллионов, только с учетом того, что сейчас мэрии требуется денег. Мэрия должна разобраться насчет остальных 800 миллионов сомов. Мы их не хотим покрывать. Вы передайте мне всех этих волшебников, которые хотят с помощью 25 миллионов закрыть 1 миллиард. Я вам переписку с Генеральной прокуратурой передам. Вы передайте, я под свой личный контроль возьму. То есть вы гарантируете, что это не закончится 25 миллионами, да? И эти улицы будут закончены? Я, Эльвира Джералбековна, от вас впервые сейчас слышу, что кто-то украл миллиард и что-то там делается. Дайте мне все материалы, я изучу это все. Дайте мне эти материалы. Мы же говорим, как грамотные люди же. Вы говорите, кто-то украл, где-то ходит на свободе. Акылбек Усенбекович, не надо сейчас, пожалуйста. Вы целый год, это у нас перепалка в парламенте с правоохранительными органами, целый год идет. С мэрией целый год. Во всех средствах массовой информации об этом говорилось. Я могу вам это только 1 миллиард одно, сомов. Что кто украл 1 миллиард, на свободе гулять не будет. И никто не собирается закрывать. И нет у нас в Кыргызстане волшебника, который за 25 миллионов сомов может списать миллиард. Нету такого волшебника, нету такой бухгалтерии. Все, я могу официально опираться на ваши слова, да? Они же сейчас официально прозвучали, да, что дело не будет тогда приостановлено. Вы дайте мне дело. Вы так говорите, вы же можете потом... Я не могу. Вы дайте мне все дела, я вам сказал. Я, как председатель кабинета министров, руководитель администрации, говорю еще раз, в Кыргызстане не существует волшебников, которые, заплатив 25 миллионов, освобождаются от миллиарда сомов, которые они украли. Нету этих волшебников. Нету таких законов и нету таких документов.